Тут уже к нам идут угрозы, что нас выкурят из этого дома. Угрожает нам, здесь, жителям, прикрываясь первыми лицами. Кроме электричества отключали воду. Поменялась уже, я не знаю, 7-й следователь. Всю эту шайку-лейку бандитов надо тоже прикрыть. Тут очень опасно играть. Дети могут везде просто упасть. Ночью вообще ничего не видно. Здесь у нас зимой уже бомжи ночуют, их жизнедеятельность, отходы. Уважаемый президент Садыр Джапаров, уважаемый председатель КМБ Ташиев Камчебек, обратите на наше внимание, вся надежда на вас. Сил больше нет, некому обращаться. Спасибо. Помогите нам! Помогите нам! Помогите нам! Помогите нам! Бүгін біз эч бир көрүүчү түшкүсү келбеген окуяларды угабыз. Масалиева 33. Ушул үй тууралуу бүгүн сиздерге кененирээк маалымат беребиз. 11 жыл мурда бул жерде курулуш башталып, батирлер сатылып баштаган. Тургундар ошол убактан бери эмне өзгөргөнүн жана кыймылсыз мүлк сатып алаарда эмнеден этият болуу керектигин айтып беришет. А дегенде түшүндүрүп кетейин, тургундардын айтымында бул жерде үлүшчүлөрдүн эки толкуну бар. Биринчилери булар 2014-2015 жылдары биринчи болуп батир сатып алгандар. А экинчилери болсо алардан кийин бир 4-5 жылдан кийин кайра сатып алышкандар. Бул видеону сөзсүз бөлүшүңүздөр, балким кимдир бирөөнүн келечектеги көйгөйлөрдөн сактап калабыз. Каналга жазылууну жана лайк басууну унутпаңыздар. Бул биздин көнүгүүгө жардам берет. Анда баштайлы. Келгиле кезеги менен угуп көрөлү. Эски үлүшчүлөр эмне дейт экен? Биз аларды ушинтип атап коелу, бул батирди эң биринчи сатып алган үлүшчүлөр. Саламатсыздарбы? Мен жогоркудай эле ушул страдайт эткен адамдарданмын. 2014 жылы ушул үйгө котловандан 80% акча төккөнбүз. То есть $23 000 төгүп коюп, же үйдөн жок, же акчабыздан жок. Ушул убакка чейин Алымкулов Ильяс, аялы Алымкулова жаңыл колдон келет кылып жүрөт. Бүт бардык инстанциялардан жеңдик. Октябрь райондук соттунан жеңдик, Ленин райондук соттон жеңдик, жогорку соттон жеңдик. Өздөрү сотко келбейт. Акыркы күндөрү өздөрү сотко келбейт. 6 адвокаты бар, ошо адвокат жиберип коет. Жардам берип коюңуздар. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич, сизге кайрылабыз. УКМКнын төрагасы Ташиев Камчебек Кыдыршаевич, сизге кайрылабыз. Сиздерге кат жөнөткөнбүз, ошо катыбызга дагы жооп берип, карапайым адамдардын көйгөйүн чечип бериңиздерди суранабыз. Добрый день, меня зовут Джолбунова Динара. Я хочу рассказать свою негативную историю приобретения квартиры. Значит, в декабре 2014 года я 100% оплатила здесь всю сумму, чтобы приобрести эту квартиру в этом многоквартирном доме. Но до сих пор, вот прошло уже 11 лет, никаких, я ничего не получила, ни денег, ни квартиры. У нас есть решение всех судов городского, Верховного суда, районного суда, но решение даже таких инстанций не исполняется, и я уже как бы в отчаянии, поэтому мы с такой вот просьбой обратились к вам, чтобы нас услышали и в средствах массовой информации, в социальных сетях, обратили внимание и как-то нам смогли помочь. Потому что наш вопрос вот в течение такого длительного периода времени никак не решается. Хозяева, значит, ну, в общем, они абсолютно не хотят нести ответственность. 2014 год, это было из котлована, это декабрь 2014 года, уже прошло 11 лет, как я заплатила $38 000. У нас был договор с строительной компанией, которая, значит, вела в то время эти работы. И это была строительная компания под названием Нурардак.
Но сейчас, конечно, это вот хозяева этого участка, они являются как бы владельцами. Так до сих пор вот это все и длится уже 11 лет, как я нахожусь в таком состоянии, не получила ни квартиры, ни денег. И владельцы этого земельного участка, и они не являются сейчас даже на судебные заседания. У них 5-6 есть юристов, адвокатов. Мы прекрасно понимаем, и наши адвокаты, и юристы, они знают, что здесь имеется факт мошенничества, но вопрос никак не решится. Мы обращались в ГУВД, и там, конечно, у нас на данный момент поменялось уже, я не знаю, 7-й следователь, который вроде бы они начинают это дело вести, и потом как-то они больше склоняются в сторону, что у вас, это гражданский вопрос, хотя налицо имеется вот это факт мошенничества. Вот в таком состоянии мы находимся сейчас на данный момент. То есть, видите, и там нам отказывают, здесь не решается решение суда, поэтому уже нет никаких сил для того, чтобы, я не знаю, как уже можно. Мы обратились и к Ташиеву, и к президенту. Просьба нам помочь, конечно, в решении данного вопроса, потому что, я не знаю, если человек, живущий в правовом государстве, вот так вот, доверяя, отдает все свои средства, например, в то время я сама вдова, у меня 2 маленьких детей, я вложила все свои средства, мои родители там, все родственники помогали, мы хотели приобрести эту квартиру в этом доме, и получается, вот видите, до сих пор ничего я не получила. Жаңы өлүшчүлөрдүн пикири алар эмне дейт болду экен? Угуп көрөлү. Я сам дольщик этого дома, купил эту квартиру в 2021 году. Мне проект инвест обещал в течение месяца все закончится. Вот это наш подвал. Здесь у нас зимой уже бомжи ночуют, здесь ихние здесь прям семья бомжей, группа бомжей, вот ихние жизнедеятельности, отходы. У нас еще здесь, смотрите, такой самодельный, я вам покажу наше электричество. У нас вот так стоит он. И все провода, видите, каждая квартира отдельно провода взяла. И вот я вам покажу здесь. И вот этот каждый провод отдельно каждой квартире сама тянется, да, по подъезду. И вот такие моменты есть. Пожароопасная тема. Да, каждый житель сам сделал. Вот, смотрите, жизнедеятельность наших этих жителей. Бомжей. А там еще хуже. А по каким тарифам платите? По коммерческому. И воду, и свет по коммерческому. Вот насчет тарифа тоже непонятно. Некоторым счет приходит, некоторые, оказывается, сама хозяйка этой земли берет. А потом, куда эти деньги деваются? А эта дверь 24/7 открыта. Welcome. Любой, кто может заходить, ночевать. А здесь некоторые с маленькими детьми живут, они вот здесь играются, могут даже упасть. Видите, там, вон маленькие дети постоянно 24/7 здесь играются. На то, чтобы здесь закрыть, нас полностью игнорят. Завтраками кормят. Я уже 5-й год жду, когда этот дом достроится. Чынында бул оор окуя. Бир аз элестетип көрүңүздөрчү, кандай шартта жашап жатышканын. Келгиле көрөлү. Здравствуйте, меня зовут Абдукаюмова Дильноза. Я приобрела квартиру в конце 2019 года, не зная о том, что Алымкулова Джаныл и ее супруг Алымкулов Ильяс уже имеют некие притязания с компанией «Проект Инвест». Я объясню. Алымкулова Джаныл и Алымкулов Ильяс являются застройщиками, физическими лицами. Они нанимают компанию подрядчиков, которая строит этот дом. На момент приобретения мной квартиры о том, что строительство находится в ненадлежащем уровне, так сказать, упустили этот момент. То есть, получается, действия были мошеннические со стороны Алымкулова Джаныл и Ильяса. Я так считаю.
Потому что дом строился изначально, как оказалось потом, в 2014 году аж. Сегодня, 25-й год, дом вы видите в каком состоянии. Некоторые люди были вынуждены с детьми заселиться в этот дом, потому что им негде жить. Мы обращались во все органы, и в ГКНБ, и в РУВД, и в прокуратуру, и в главстрой, и омбудсмену Кыргызской республики тоже обращались. Во все органы, куда вообще возможно. Потому что я считаю, что мы живем в правовом поле сегодня, да, мы находимся в независимой государственной республике Кыргызской, и я хочу, чтобы мои права сегодня защищались. И сегодня я обращаюсь к нашему президенту и к председателю ГКНБ о том, чтобы они посодействовали. Вот мы вынуждены сегодня обращаться к вам, потому что мы уже не знаем, кому обращаться. Кому к нам идти с нашей проблемой? Дом не вводится в эксплуатацию. Жить в нормальных условиях мы здесь не можем. Здесь есть многие обманутые люди, как и мы. Да, дело обстояло так. Мы приехали на объект в 2019 году. Алымкулов Ильяс и Джаныл показали нам объект, убедили нас в том, что представились застройщиками. Они застройщиками представились. Они представили себя как проект «Инвест». Я хочу это подчеркнуть. Они показали дом, здесь действительно шла на тот момент какая-то стройка, показали нам квартиры, мы прошлись, посмотрели, нас убедили, показали красную книгу о том, что все в порядке, никаких притязаний не имеется, все чисто. Вот так вот, втеревшись в доверие, мы приняли решение о покупке квартиры. Есть расписка о том, какую сумму взяла Алымкулова Джаныл. Далее есть расписки о погашении. У нас была договоренность о том, что в течение какого-то времени, каждый месяц мы погашаем сумму. Это все имеется и задокументировано, так скажем. В конце 2022 года, когда уже мы поняли, что дом не строится, естественно, я остановила платеж, потому что я не заехать не могу в этот дом. У меня нет документов нормальных о том, что я являюсь хозяйкой квартиры. И у большинства людей, здесь стоящих за мной, тоже нет никаких документов, подтверждающих того, что они являются хозяевами своего жилья. И более того, я еще хочу подчеркнуть и сказать, что Алымкулов Ильяс угрожает нам здесь, жителям, прикрываясь первыми лицами, а точнее, говоря о том, что он играет в футбол с Адыром Джапаровым, что он играет в футбол с Ташиевым Камчебеком. И вот фигурируя этими именами, он запугивает нас, думая о том, что у него есть некие какие-то связи, и что мы ничего не можем сделать. Мы вынуждены поэтому сегодня приглашать вас и поднимать общественный резонанс. Вы понимаете? На момент покупки квартиры Алымкулов Ильяс и Джаныл представляются полноправными хозяевами этого объекта. То есть непосредственно здание, непосредственно участка земли. Единственное, я хочу подчеркнуть на тот момент, показывая все документы, мы начинаем заключать договор, начинаем выплату денег. Это было уже в начале 2020 года. В 2022 году они начинают нам переоформлять документы в госрегистре, утверждая, что дом достроится, все хорошо, идет переоформление. И только в конце 2022 года мы узнаем о том, что они не являются полноправными хозяевами этого объекта. Они не являются застройщиком проекта «Инвест». Это совсем другая организация. Мало того, что есть еще здесь хозяин второго участка земельного, некий Азат Джусупов. Плюс они с 2019 года, у них суды идут с проектом «Инвестом». Нам ничего не оставалось делать, как обращаться во все органы, все инстанции. По сей день мы обращаемся. И на данный момент никаких действий не происходит. Более того, с 2020 года, а здесь более 50 квартир, все квартиры проданы. Пожалуйста, это учтите. Все проданы с 2020 года. Дом как стоял, так и стоит. За единственным моментом они себе, вот на той стороне вы видите мебельный салон. Вот он как второй год сдается. Они сделали ремонт, сдают в эксплуатацию, получают деньги. Здесь ничего не происходит. Мы остаемся без квартир, без документов и без денег. Сколько нужно людям еще пострадать, чтобы нас услышали власти и предприняли какие-то действия? Вот до этого оппонент говорил, что на наши любые вопросы
Нас просто посылают на трибуку, вот, оперируя тем, что они знакомы с президентом Кыргызской республики и с председателем ГКНБ. Ну, имена вы всех знаете. Это вот, все жители подтвердят. Спасибо. Меня зовут Джантай, вот все люди, которые сейчас стоят, это непосредственные жители, это далеко не все жители, в принципе. И у нас есть конкретные претензии, да, я сразу обозначу, что и когда, кто виноват. То есть Алымкулова Джаныл — это заказчик, и Проект Инвест почему-то ни разу не было упомянуто. Проект Инвест — это строительная компания, то есть подрядчик. Да? Непосредственно наша какая просьба как жителей привлечь к ответственности Алымкулова Джаныл и Проект Инвест. Вследствие чего, почему, да, смотрите, у нас есть договор совместной деятельности между Алымкуловой и Проект Инвест. Я могу потом фотографию какую-то сделать, и здесь вот черным по белому написано: завершение строительства, сдача в эксплуатацию 1 декабря 2019 года. Да, ну сейчас 25 год, как бы ничего рассказывать не буду, вот, покажите просто, и дальше насчет этого не будем. Есть факты, которые уже вот, неопровержимые, да. Ильяс, он утверждает, что он хозяин дома, хотя и строил дом он, хотя по закону он строить не имеет права. Строит строительная компания, соответственно, с лицензией и так далее. С 2022 на 2023 год, зимой, он непосредственно выкуривал нас. Чем? Он выключил воду по факту и выключил электричество. Это вот жители подтвердят, я сам здесь жил. Но смотрите теперь, какой финт. У него есть коммерческие помещения, 2 этажа. Им он свет, воду не выключал. Да, вот так вот. И коммерческие помещения сдаются без каких-либо документов, юридически они не оформлены, налоги они не платят. Я буду лично, вместе с силами жителей будем добиваться того, чтобы либо магазин закрывали, как бы, да, и потому что, по нашей информации, там платится около $6000 в месяц аренды. То есть потенциально, тут сказали 2-й год, он с 2000, не буду врать, но 3-й год он точно работает. И за все это время, которое он платит аренду, этот дом можно было, 2 раза достроить уже, наверное. Ну, я не знаю, да. Здесь не так-то много и осталось, кажется. Но на самом деле, допустим, в нашем подъезде, где мы живем, это основной подъезд, здесь в основном квартиранты живут. У нас нет электричества. Оно все кустарным методом проведено. Подъезды, отделка, лифт, я даже не заикаюсь, ничего этого нету. Теперь идем дальше, да, в какие органы мы обращались. У меня здесь есть, опять же, ответы. Вот. Мы писали письма в ГКНБ, муниципалитет, мэрию, Минстрой, то есть на имя Орунтаева, на имя Камчибека Кадыршевича, на имя Айбека Джиншалиева. Да. Писали также письмо, зимой 24 года мы писали письмо на имя Садыр Нургуджевича. То есть, и какая реакция? Да, ответ мы получили, но какая реакция? Просто отфутболивание идет, перекладывание ответственности. То есть ГКНБ передала дело в прокуратуру, прокуратура передала дело опять в Минстрой, мэрия сказала, это дело Минстроя, но Минстрой — это надзорный орган, у него нету функций какого-то давления на строительную компанию или на заказчика, да, чтобы они продолжали строительство. Здесь живет, вот спрашивают, сколько здесь людей живет. На самом деле, если вечером прийти сюда и посмотреть, сколько окон, говорит, больше полудома уже живет. Это какой-то нонсенс, да, то есть, и, допустим, смотрите, сейчас как раз идет закон об обсуждении, допустим, то, что будет сдаваться квартиры, если ты не платишь патент, вас будут штрафовать. То есть построить дом, кинуть там 50 квартир, да, условно, 50 дольщиков, там на какие-то немыслимые деньги и ходить спокойно припеваючи, там, да, ездить на своем крузаке можно, а сдать квартиру без патента, но к вам сразу придут. Это вот что-то как-то пахнет, да, чем-то не очень хорошим. Поэтому мы просим, еще раз повторяю, привлечь к ответственности Проект Инвест в первую очередь. Почему? Потому что это строительная компания. В госрегистре она также значится дольщиком, и она строит этот дом. И Алымкулова Джаныл, то есть де-юра. Де-факто там Ильяс, там вот эти всех их, всю эту шайку-лейку бандитов надо тоже прикрыть. Почему? Потому что, не может так продолжаться, да, реально. То есть
сейчас я сдам квартиру условно, ко мне сразу припрутся и штраф налепят. Человек 50 квартир, 50 человек он как минимум кинул. Тут еще это, здесь есть старые дольщики, здесь есть пострадавших намного больше, да. Этот человек ездит себе, там, пьет кофе, в Таиланд ездит, в Турцию, да, в Барселону. Есть в Фейсбуке фотографии. К нему даже дольщики подходили к нашим, говорят, у тебя, как бы, может, Бога побоишься хотя бы, да, может, не будешь летать. Он говорит, у меня жена болеет, мне можно. Как бы, поэтому Алымкулова Джаныл, Алымкулов Ильяс, ОСО Проект Инвест, этих всех людей мы требуем привлечь к ответственности. Меня зовут Азамат. Я тоже покупал квартиру, получается, у Алымкулова Джаныл в 2022 году в мае. По договору, получается, мы должны были получить, дом уже, квартиру готовую 1 августа 2024 года. Сейчас уже август 2025 года, по факту, вот что мы имеем, дом не достроили, электричество, воду. Я оплатил сколько? 35 140 долларов. Жить, получается, мне негде, только здесь. Вот я тоже деньги, которые заработал, сам копил, я потратил на эту квартиру, собственно. Здравствуйте, меня зовут Бекмырза. Я житель данного дома и хочу обратиться ко всем, кому не интересна эта история, то, что с нами вот так поступили. Тут уже не то, что мы просто можем жить, тут уже к нам идут угрозы, что нас выкурят из этого дома. Если даже спустимся вниз и посмотрим, там дом ненадлежащего состояния. То есть там идут перекрутки электричества, что это не пожаробезопасно и так далее. Мы писали, в декабре нам обещали достроить дом. После недостройки весной мы написали письмо в органы. После этого владелец этого дома узнал это. И после этого пошли уже угрозы в адрес наших родителей. Моих родителей были адрес. Они постоянно звонили, угрожали, выключали свет, электричество отключали. Кроме электричества отключали воду и так далее. Были постоянные угрозы. Это уже вопрос не как административное дело, это больше уже как резонанс уголовного дела, потому что угрозы, прикрываться лицам первых стран, государства, прикрываться президентом этой страны, что они имеют какие-то связи и так далее. Мне кажется, это максимально незаконно, и уже должны не то чтобы привлечь к какой-то административной ответственности, а должны привлечь именно к уголовной ответственности и посадить этого человека. И также застройщик. Мы хотим, чтобы застройщики тоже застроили этот дом уже до конца, потому что по документам дом должен быть застроен уже в 2019 году. Но по факту уже 2025 год, у каждого в документах написано разные числа, разные даты обещанные, которые достроят. Например, в моих документах, в которых написано, там написано, что завершат строительство в конце 2024 года. Но этот срок был просрочен, и после этого мы уже обращались в инстанции, в которых нас тоже футболят с одной инстанции на другую. А узнавая именно Ильяс, узнавая всю ситуацию, что мы вот так жалуемся, он нам угрожает. Мы хотим жить в спокойствии, и чтобы у нас не было таких проблем, да. Потому что у нас до сих пор нету, не то чтобы дом достроился, у нас нету до сих пор нормальных документов на этот дом, что мы нормально можем проживать. Мы до сих пор не прописаны в этом доме, сам дом находится в ужасном состоянии. Мы бы хотели, чтобы эту ситуацию как можно было бы скорее решили. Тут, смотрите, дольщиков в районе 50 людей. То есть у каждого есть по квартире. Все дома выкуплены, все квартиры выкуплены. Квартиры выкупили, обещали достроить. Когда мы заезжали сюда, они говорили, за 2 месяца, 3 месяца мы достроим весь этот дом, все закончим и отдадим. Говорили, что они представляли строительные компании, то есть сам Ильяс представлялся строительной компанией и, собственно, продавал сам дома. В дальнейшем что происходит? Он говорит, что он сам дольщик. То есть тут уже идет обман, что указывает на то, что он мошенник. Он обманывает. Все дольщики могут доказать то, что он говорил, что достроит дом, что он является представителем строительной компании, имеет полное право продавать дома, квартиры самостоятельно. Но на самом деле оказалось что он не имел права. Была какая-то возможность, он это делал, и все. А все его обещания оказались пустыми словами в итоге. И через какой-то период мы спрашиваем, вы же обещали, вы же говорили, что вы представитель строительной компании. Он все отрицает, говорит, что нет, такого не было, я всего лишь дольщик
и не имеет никакого отношения. Алымкулова Джаныл, прикрываясь связями своих родителей, начинает беззаконно вот так вот себя вести, поступать и продавать квартиры. Вы понимаете, некоторые квартиры, ну, может быть, там 1, 2, 3 в количестве, они по сей день продают. Это чистой воды мошеннические схемы. Человек, зная заведомо о том, что дом находится в ненадлежащем состоянии, что у них идут уже какие-то несходства интересов со строительной компанией «Проект Инвест». Например, я, когда приобретала квартиру, они представились мне как «Проект Инвест». Это потом уже позже выяснилось, что, оказывается, «Проект Инвест» — это абсолютно другая компания и другие люди. То есть она должна была поставить их в известность. Когда я прочитала это в документах, я у нее спросила, а кто такие «Проект Инвест»? Она говорит, это я, это мы, вы не переживайте, все будет в порядке. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, Алымкулова Джаныл, прикрываясь неким положением своих родителей, вот такие чудовищные дела, получается, творит. Бизге площадка куруп бериңиздерчи. Бизди башка площадкаларда киргизбей атат. Бизге площадка куруп бериңиздерчи. Бизди башка площадкага киргизбей жатат. Я хочу, чтобы вы построили нам площадку, потому что нас выгоняют из других площадок, говорят, идите в свой двор, не впускают нас в другой двор. Пожалуйста, постройте нам свою площадку, вместо того, чтобы там стояли машины, могли бы дети там поиграть. Тут очень опасно играть. Дети могут везде просто упасть. Ночью вообще ничего не видно. Дети просто могут выйти и сразу же упасть. Уважаемый президент Садыр Джапаров, уважаемый председатель КМБ Ташиев Камчибек, обратите на наше внимание, вся надежда на вас. Сил больше нет, некому обращаться. Спасибо. Помогите нам! Помогите нам! Помогите нам! Помогите нам! Сиздерге кеңешим. Бүгүнкү күндө курулуш компаниялардан үй алып жатканда ушундай ситуацияларга туура келбеш үчүн биринчи бүгүнкү күндөгү жер участоктун документациясын караш керек. Өзүңүздөр билгендей, кызыл китеп, жашыл китеп деген бүгүнкү күндө элде сөз бар. Бирок кызыл китеп бул биздин менчик болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө курулуш компаниялардан барып үй алып жаткан убакта эмнени текшериш керек? Ошол кызыл китеп бүгүнкү күндө кимдин атында? Бул ситуацияда кандай кеңеш берет элем? Биринчиден үй алып жатканда жер тилке кимге катталган, ошону текшериш керек. Эмнеге дегенде бул ситуация жер тилкеси эки менчик болуп эсептелип жүргөн. Ал курулуш компаниянын өзүндө болгон эмес. Ошондуктан бул жерде жер тилкесинин ээлери менен жана курулуш компаниянын ортосунда келишим болгон. Ошол келишимдеги ситуациялар болуп, бири-бирине түшүнбөстүктөр болуп, ушундай ситуация болуп кеткен. Ошондуктан биринчиси курулуш компанияларын эң башында эмнени текшериш керек? Бул жер тилкени текшериш керек. Экинчи ситуацияда келишимди ким менен түзүп жатасыздар? Өзүңүздөр биздин үлүшчүлөрдөн уккандай, юристтерден уккандай, ал жерде жер тилкенин ээси менен дагы келишимдер бар экен, курулуш компаниялар менен деле келишимдер бар экен, жада калса куруп жаткан подрядный организация менен деле келишимдер бар экен. Ортодо ким кыйналып жатат? Бул биздин эле кайра эле карапайым калк кыйналып жатат. Ошондуктан акчаны кимге берип жатасыз? Акчаны алганга кимдин укугу бар? Акчаны төлөп жатканда колго бербестен, офисте азыркы күндө курулуш компанияларынын кассасына төлөбөстөн, сиздер бүгүнкү күндө банкта ачылган счетко алып барып салышыңыздар керек. Ошондо ал жерде сиздерде банктагы чек болот. Үчүнчүдөн, келишимге жөн эле кол коюп калбастан нотариуска барып жана госрегистрден каттооңуздарды өтүнүп кетет элем. Эмнеге дегенде, бул учурда көп үлүшчүлөрдүн келишими нотариустан өткөн эмес, госрегистрде катталган эместигинен эчтемке кыла албай калган ситуацияны көрсөк болот. Ошондуктан ар бириңиздерге каалап кетет элем, үй алып жатканда текшерип, бардык маалыматтарды билип, азыркы күндө бизде жеңил болуп калды, реестрден текшерип, юрист дегендерди алып карап текшерип алыңыздар. Мына ушундай чыгарылыш болду. Үмүт кылабыз, керектүү адамдар тургундардын үнүн угат деп. Бизди кийинки чыгарылыштардан да күтүңүздөр, өз оюңуздарды комментарийге жазыңыздар, каналга жазылууну жана катталганды унутпаңыздар. Кош болуңуздар, үйлөрүңүздөрдү документациясын карап, үйлүү болуңуздарды каалап кетем.